21-17. Ну все, полнейший разброд шатания начинается. Это неприлично. Ну, не 10 лет все-таки, ребята, по 16 уже. Команда 92-го года рождения ни в какие ворота не лезет. Хотя бы один раз принять, наверное, можно было. Очень обидно сейчас, наверное, Сергею Банову, потому что он уже никак вмешаться в развитие событий не может. Он оба тайм-аут своих использовал в ситуации, когда соперник загонял его. Единственный способ сейчас как-то немножко дать отдышаться своим ребятам — это передернуть состав заменой. Заодно и попытаться как-то линию принимающих стабилизировать. Таким образом, вот это получается, но очень поздно. С каким-то просто кошмарным отставанием последний отрезок этой партии проигрывает Новосибирск. Вели со счетом 16-14. Вот сами считайте, с тех пор набрали всего 2 очка. 8-2. На ровном месте, причем игры как таковой практически нет. Полнейший разнос. Замена под подачу, видимо, та, которую мы уже видели по ходу этой встречи. Филипп Макиевский покидает площадку и появится в игре Андрей Ремов. Однажды он уже с хорошим урожаем для себя и для команды вышел в игру. По концовке партии очень важную доигровку Новосибирск там взял. Площадки мяч. 19-22. Не знаю, смогут ли что-нибудь не играть в этой партии. По такой игре, конечно, возможно абсолютно все. Но по логике Новосибирск, конечно, поражение заслужил. То есть за тот колоссальный развал, который в концовке сета случился. В разрез между блокирующими атакует и попадает мяч то ли в лицо, то ли в грудь сейчас. Константину Осипову, пасующему новосибирской команды, успевает пробиться. Опять же, буквально уже захлопывалась калитка, какие-то сантиметры успел продавить. Нет приема, и, соответственно, не будет атаки здесь даже близко никакой. Получается, это атака с задней линии, которая ничего особенного не давала команде Якутии. Почти постоянно это либо доигрывалось блоком, либо закрывалось с очком. 24-19. Первый темп, но уже много им не наиграешь. Все 4 очка Новосибирску необходимо для того, чтобы продолжить борьбу в этом сете за победу. Прилично очень планет, сейчас здорово. Такие мячи вообще должны без вариантов подниматься, сейчас доигрываться гораздо четче, чем это сделал Новосибирск. И в итоге гости доигрываются на ровном месте до счета 2-2. В большей степени виноваты в этом сами. Начинается тайбрейк в финальном матче четвертых международных игр «Дети Азии». Сейчас, вне всяких сомнений, преимущество находится уже на стороне хозяев площадки, которые под оглушительный рев собственных трибун сумели в упорнейшей борьбе выиграть третий сет и буквально сломали соперника в четвертом. Просто выдающуюся какую-то, в кавычках, серию ошибок допустили волейболисты Новосибирска, имея преимущество, которого должно было бы в любой другой ситуации, наверное, хватить для того, чтобы завершить сет в свою пользу. Вместе с ним и матч 16-14. Следующий отрезок был гостями проигран со счетом 2-8. В результате мы имеем тайбрейк, и в результате хозяева площадки имеют интригу. Правда, кому-то вот на это удивительно в зале, по-моему, совершенно наплевать. Девушка Ивана притомилась, но, возможно, успела на матче за третье место поработать здесь, в котором, как я и сказал, победила сборную Казахстана команда Хабаровского края. Бронза туда уезжает, но чисто географически не очень далеко. Ну, далеко, конечно, по меркам Европы, скажем так, а по меркам России от Хабаровского края до Якутии рукой подать.
Долгов начинает подачей этот тайбрейк. Самое интересное, что если вы какие-то замены в составе команды из Новосибирска видели, то Якутия практически всю встречу провела одним составом. Здесь состав очень стабилен. Сейчас так от души, так очень зло, с хорошей динамикой так вложился в этот мяч. Макиевский, чувствуется, досады, конечно, накопилось немало за все, что произошло в предыдущей партии, а также в третьем сете. Все, закончился этот розыгрыш. Очко будет у команды Новосибирска. Продавливается блок, мяч проваливается между руками. В который раз уже приходится видеть случаи такие, когда жесткости в постановке блока все-таки не хватает немножко. И это пока еще молодость. Но там в данном случае речь идет опять же о крайнем блокирующем. Плохая передача. Очень неудачная. В итоге не совсем понятно даже, чего хотел в данном случае Константин Осипов добиться в данном случае. Игры от первого темпа или нападение с края сетки от Богдана Глевенко, соответственно. Это совершенно спорная передача пошла. Надо же. Все случается когда-то впервые, но вот по ходу пятой партии случился первый случай, когда якутская команда чисто блоком закрыла атаку первым темпом. Если бы мяч еще упал на площадку, то это было событие просто эпохальное для сценария течения всей этой игры. А так, в конечном счете, заканчивается эпизод блоком со стороны новосибирской команды. И 3-2. Богдан Глевенко. Не попадает в линию, но был очень близок к этому сейчас нападающий сборной Якутска. 4-2. Первый брейк зарабатывает сборная Новосибирска. Впрочем, сколько их уже было упущено по ходу этой встречи. Это просто колоссальное количество. Засуетился сейчас Алексей Наговицын. Мяч вроде бы нормально вышел под него. А потом оказалось, что нужно сделать еще шаг назад для того, чтобы играть. По точке контакта с мячом не сориентировался. Стал как-то вместе с движением назад немножко разворачиваться. В итоге руки на мяч нормально положить не смог. Допустил двойное касание собственное. Такая неточность совершенно очевидная. Прежде всего в движении изначально. Тайм-аут берет команда Якутии. В предыдущей партии, по-моему, даже без перерывов обошлись. Оба случая, когда удавались в четвертом сете рывки команде Новосибирска, упирались в технические тайм-ауты при счете 8-4, 16-14, соответственно. Этого было вполне достаточно для внесения каких-то корректив, для отдыха Александру Романову. Мы своим перерывом пользоваться не пришлось. Здесь практически на чистой сетке мяч играется, и он должен был забиваться. 6-2. По-прежнему продолжает подавать Богдан Глевенко. Сыгран мяч в защите. Каждый раз развитие атаки упирается в Александра Верещагина. По ходу развития этого розыгрыша переводит нападение в другую сторону. Все-таки Константин Осипов, правда, выбор оказывается не очень удачным. Не сказать, что идеальный мяч, но, в принципе, забивать его можно было. 6-3, увы, для Новосибирска. Но запас для тайбрейка это очень приличный. Но здесь, правда, по такой игре
вообще никакого приличного запаса не бывает. Напакостили по расстановке сейчас сами себе волейболисты из Якутии. Это и у взрослых дядек тоже случается. Вот 7-4 в последних розыгрышах никак мы не можем игру увидеть. Коренной обитатель казахстанских степей не иначе был сейчас на наших экранах. Первый темп на передней линии уже Максим Куликов. Ну, и что в итоге, несмотря на отдельные мучения какие-то, действительно он должен оказаться самым результативным игроком этой встречи. Очень много блоков, очень много в нападении. Все-таки каждый раз практически переднюю линию без очка он не проходит. Редкий случай, но допустимый в волейболе, тем более при таком соотношении ростовых показателей, что центральный может стать самым результативным игроком матча, в данном случае самым результативным игроком финала, что особенно приятно и значимо для него, персонально и для команды в целом. 8-4, при этом счете команды поменялись сторонами площадки, как это и предусмотрено регламентом на тайбрейке. Дмитрий Коваль. Выигрывает этот спорный мяч команда Новосибирска. Собственно, Константин Осипов там сам пасующий команды разобрался, по сути, без посторонней помощи. 9-4. Ну, такое преимущество уже упустить будет просто неприлично, если так, на всякий случай, потому что Новосибирск вдруг соберется проиграть и эту партию. Ошибка 10-4. Вот 10-4 уже совсем неприлично будет. Второй тайм-аут, и так или иначе он последний в матче для хозяев площадки, по крайней мере, потому что один Александр Романов по ходу этой партии уже брал. Два есть в резерве у наставников Новосибирской области, но я думаю, они сейчас молятся, наверное, о том, чтобы эти перерывы брать не пришлось ни в коем случае. Ну так уж слишком много было моментов, когда победа казалась буквально такой осязаемой, материализовавшейся уже, потом уходила из рук в последний момент. Ну и еще раз, соответственно, Дмитрий Коваль. В аут уходит мяч. Сейчас пытался по линии пробить кто-то из нападающих якутской команды. Так, причем мяч прямо под себя убирает Владимир Макаров, судя по всему. В агрессивной такой манере. Попал в аут. Задумано это было неплохо, да и исполнено весьма прилично. Сейчас уже начинается неразбериха. Натыкается друг на друга ребята из команды хозяев. И таким образом дарят просто мяч этот спокойный. Его доигровки там обрабатывают представители Новосибирска. 12-14. Травму получил Макаров, судя по всему, как раз в том самом моменте, когда столкнулся с кем-то из партнеров. Играет второй мяч, ну и явно травма голеностопа. В общем, чтобы не задерживать игру, парня по-хорошему менять надо. Правда, для этого он сначала как-то с площадки должен уйти. Просто болевой шок пройти должен для этого. Я думаю, что зрители поаплодируют. Сейчас вот видим прекрасно этот момент, когда вылетает голеностоп. Кстати, движение не очень хорошее. Больно, очень неприятная травма такая, которая в зависимости от того, как ситуация со связками, в общем, еще дело не на один месяц может растянуться. Будем надеяться, что у Макарова все в порядке будет. Ну,
Если можно чем-то утешить игрока, то можно сказать то, что травму он получил уже и лишил свою команду возможности собственного участия в игре в тот момент, когда в этой игре уже никаких шансов не было по пятой партии. 13-4. Продолжает делать подарки, как будто бы делая такой алаверды за третий и четвертый сет команде Новосибирска. Якутия за все хорошее, что сделала Новосибирская область для них в предыдущих сетах. 14-4, 10 матчболов. И можно, собственно, уже понемножку начинать подводить итоги и прикрывать занавес. И сейчас есть совершенно обоснованная возможность у Дмитрия Коваля продемонстрировать такую настоящую силовую подачу, которая как стабильный элемент, конечно, в его арсенале на данном этапе его карьеры отсутствует еще. Но почему бы не попробовать? Счет позволяет в полной мере. Более или менее получившаяся попытка сыграть волну. По рисунку, по крайней мере, это была именно эта комбинация. Передача за голову тоже хорошая. Можно было уверенно забивать мяч на одном блоке. Площадка, судя по всему. 2 очка подряд набирают. Напоследок какое-то героическое удалось в нападении совершить. И вот со скамейки запасных показывают: ребята, 1 очко. Один раз сняться, и все. Ну, собственно, это последнее очко команды Новосибирска добывается. Совершенно справедливо побеждают гости в этой финальной встрече. Они были объективно сильнее. На самом деле должны были выигрывать в 3 сетах. Сами себе организовали этот триллер. И в конечном счете удачно, так чисто по-русски можно сказать, из этого эндшпиля вышли в концовке со счетом 15-6. Новосибирск завоевывает золото в мужском турнире по волейболу. Это, соответственно, 8-я медаль золотая для региона в целом. На этом все. Для вас работал комментатор телеканала «Спорт» Тарас Тимошенко. Пока.